I think in developing a good model Если вы хотите найти хорошую модель для развития промышленной медицины в России, то здесь в первую очередь нужно уделить внимание обеспечению физической безопасности рабочего места для работника. Это традиционный подход, но в то же время нужно и более современный подход, где основное внимание уделяется профилактике и мерам по укреплению здоровья работников. Нужно с самого начала сочетать эти две модели. У нас в Великобритании уже есть традиционная промышленная медицина, но мы только сейчас начинаем разрабатывать и развивать профилактический подход и укрепление здоровья работников. И сейчас мы прилагаем усилия к тому, чтобы вписать этот новый подход в уже существующую систему. we do have challenges. У нас есть общие проблемы, общие вызовы. Обе наши страны сталкиваются сейчас с проблемой старения населения. Мы живем дольше. Великобритания от нас ожидает, что мы и работать будем дольше, не знаю, как с этим обстоит в России. Кроме того, есть проблема избыточного веса в обеих странах, который и лишний вес ведет к развитию хронических болезней. Кроме того, у нас есть проблема стресса и беспокойства на рабочем месте. Современные рабочие места отличаются большим количеством стресса. И для того, чтобы справляться со всеми этими проблемами, нужно развивать и промышленную медицину в традиционном понимании, и также нужно заботиться о профилактике заболеваний, поддержании здоровья, пока оно еще есть. И в Великобритании у нас уже существует традиционная промышленная медицина. Сейчас мы стараемся также уделять больше внимания психическому или психологическому здоровью трудящихся. Мы стараемся повысить жизнестойкость людей. Мы стараемся содействовать тому, чтобы у них был положительный подход к жизни. И для этого мы принимаем целый ряд мер. Например, мы поощряем прогулки во время обеденных перерывов. Мы организуем клубы бега, организуем велосипедные прогулки и другие подобного рода виды физических нагрузок, которые укрепляют здоровье людей. Кроме того, мы заботимся о том, чтобы люди правильно питались, заботимся о том, чтобы руководство давало возможность людям самим заботиться о своем здоровье и способствовало этому. Одним словом, здесь очень важно сочетание вот этих двух подходов: обеспечение безопасности на рабочем месте, принятие профилактических мер. Я думаю, что в российских компаниях самое первое, что нужно сделать, это спросить самих сотрудников, что бы они хотели сделать для укрепления своего здоровья. Это можно сделать либо с помощью проведения опроса, либо обсуждения в группах. И там можно задать им вопрос, какие именно меры они бы хотели, чтобы компания, чтобы работодатель принимал для того, чтобы обеспечить их здоровье и физическое и психологическое благополучие. Ни в коем случае нельзя делать что-то с людьми, не спрашивая их мнения на этот счет, потому что это вызовет отрицательную реакцию, отторжение. Нужно обязательно с ними советоваться. И я думаю, что разные компании, конечно, будут по-разному действовать, но в любом случае необходим план. Этот план может быть разным. Возможно, на первом месте будет физическое здоровье, возможно, психическое, но в любом случае план нужен. И нужно, чтобы он постепенно осуществлялся при активном участии и заинтересованности сотрудников. Необходимо также уделять отдельное внимание
подготовки менеджеров, в плане управления людьми, так, чтобы они могли объяснять людям необходимость заботы о своем здоровье, чтобы они могли их как-то мотивировать, стимулировать для того, чтобы они тоже сами принимали активное участие в охране своего здоровья.